Об Украине могу лишь сказать, что после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились. Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией. Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны. А что думаете по поводу этого заявления? Ну, в принципе, это традиционно для российской политики заявление. То есть, ну, прошу прощения, это по принципу «я у вас что-то украл, но вы, ну, ведь ничего же страшного, мы все равно с вами дружим, мы все равно с вами соседи». То есть вопрос в том, как будет реагировать Украина. Есть два основных варианта. То есть первый вариант – это не реагировать никак, то есть зачем комментировать то, что говорят умалишенные. Вот, либо то, что лишено смысла. Второй вариант – это все-таки играть по правилам международной политики, в данном случае достаточно жесткий ответ, что господа представители России, как минимум, стоит помнить, что Крым – это украинская территория, Курилы – это японская, ну и по Калининграду можно поговорить. Мгм. Ну вот тут, когда говорится о смирении ситуации, да, вот из уст Дмитрия Пескова, есть ли в украинской власти, как вы думаете, Дмитрия Медведева, то есть в украинской власти те, кто готов смириться? Но пока что, по крайней мере, к чести украинской власти я не вижу. Я вижу понимание, что вопрос Крыма не имеет быстрого решения, и, увы, это так и есть по состоянию на сегодня. Но учитывая, если следить по тому, как поднимается снова-таки тема Крыма в повестке, как я даже пытаются периодически плести в разговор, в том числе о Донбассе, то как раз таки я бы сказал, что пока идет осторожное прощупывание почвы в обратном направлении, то есть каким образом вернуть совместное обсуждение, либо параллельное обсуждение вопросов Крыма и Донбасса, и делать это вместе. Ну, то есть таким образом разрушить российскую успешную концепцию, которую она реализовала после 2016 года по разделению Крыма и Донбасса и отводу вопроса Крыма на, как говорится, на периферию.